Че, пацаны, девчонки, погнали. Сегодня какое число? 15 марта. Прохладненько у нас, но ничего. Все, мы приземлились в аэропорту Владивосток. Какой-то новый, смотрю, что-то открыли новый какой-то 5-звездочный отель. Я туда, конечно, не поеду. Я поеду в 1-звездочный какой-нибудь подешевле. О, хорошо, как. Время 7:20. Автовокзал города Артем. Зашел вот сюда, вот, кафе. Круглосуточная касса. Я уже что-то не помню. Кофеек взял. Советую. Здесь недорого, вкусно, кормят. Такие дела. Сейчас в Находку поедем. Там машинка стоит одна, посмотреть надо. Шел мимо, я, короче, в Находке уже. Шел мимо, смотрю, поджерик стоит, живой. О. Узнал все. В общем, в одних руках машина. Продает он его якобы за рубль. За 1 000 000. Там вообще все в идеале. Почти. Вообще, состояние хорошее. Ребята сказали, что он живой. Я вижу по нему, что он такой, да. Все у него обслужено. Там днище покрыто антикоррозийной жидкостью. Нормальненько так. Отличненько. Ну, ребятки, купил я машину. Сейчас пока попозже покажу. А пока надо мне тут на адрес сгонять. Сгонять на адресок. Город Находка. Сейчас весна. Летом здесь намного красивее, симпатичнее. А вот заезжать на адрес товарищу. Ой, устал сегодня. Я даже ничего не... камеру забыл в машине, ничего не поснимал. Ну, еще поснимаем, может быть, завтра. Машину заменили. Линки передние, колодки задние заменили. На подъемнике подняли. Все нормально там. Все целое. Машина не ржавая. Сейчас покажу машину. Вот она. 2.5 RAV. Резина. Зима стоит. 2 комплекта. Получается, зима и лето там в собачнике лежит. Не забываем, что машина не новая. Что-то где-то, соответственно, имеется. Там скольчик, там скольчик. Тут пленка, здесь пленка. Вот эти самые опасные места. Это в пленке крыло, капот в пленке. Стекло был скол, сделал. Так, ну такая машинка. Машина под заказ. Вот. Пожелайте мне удачи в перегоне. Так вот выглядит салон. Кожа, все работает. Руль. Руль, музыка. Датчики парковки. Так, это у нас вот отдирается эта пленка. Так, это у нас дополнительные чехлы защитные. Сабвуфер. Потом надо будет все это разбирать, убирать. Я не знаю, как все это будет происходить. Здесь тоже полики. Вот такая машина. Всем привет. Решил съездить в Владивосток. Надо кое-что забрать из запчастей ребятам. Мне-то ничего не надо. Вернее, мне надо, но не в этот раз. Ребята попросили с северов кое-что привезти, потому что срочно надо. Как говорится, мы своих не бросаем, везем, если нужно. Вот это в районе Лесная заимка, вот ресторанчик наверху. А это залив начался. Еще во льду все.
мост. Это Фетисов-Арена, Ледовый дворец. Тут недавно снег выпал, еще не растаял. На находке снега практически нет, там был дождь. Сегодня выходной, будет пятница все-таки. И народ потихоньку двигается, там, не знаю, на даче, еще куда. Надеюсь, в городе пробок не будет, что я сомневаюсь, наверное, будет. Так, кое-что забрал из запчастей. Поднимаемся на Василковую сейчас, потом на Днепровскую. И все, и поеду обратно в находку. Что-то хотел остановиться во Владике, но что-то грязище, что-то суета конкретная. Что-то не сейчас. Потом как-нибудь летом, может, поеду. Еду по Русской. Пробки ужасные. Что снял, казалось, снял только фотографию, снял на Хиру. Еду в сторону Снеговой Пади. Там на объездную и в находку поеду. Низководный мост. Нынче получилось, что вообще я хотел про находку рассказать, и в итоге немножко рассказал, где я был, что в другой стороне. В стороне Владивостока. Сегодня день третий. Такая вот гостиница, номер здесь на троих, зато недорого. Телевизор я не смотрю. Душ, туалет, все есть там. Народу здесь пока не сезон, мало вообще. Поэтому очереди никакой нету, все хорошо. А вот вид из окна. Находка, центр. Вид хороший, красивый. Вот море. Ой, море. Ну все, сейчас буду собираться уже, все. Помылся, побрился. Пойду колеса заберу и в путь. Ой, вот такой вот аппарат я нашел в подземельях, находки. О, лютая машина. Какие колеса тут? Где они? А, вот. 20-й. Рубикон. Джип. О! Да, автомобиль такой жестокий. Тут вам не здесь, как говорится, называется. Да, такой хороший. Погнали. Все дела сделаны. Все куплено. Вот авторынок. Маленький. Тут автозапчасти. Бытовая химия японская. Кстати, недорого. Глазные капли очень. Кто часто в дороге, советую к приобретению. Тонизирует глаза, снимает усталость и тому подобное. Заходите, спрашиваете, там глазные капли есть? Ага, есть, там разные есть, там 5 видов разных. Цена здесь вот в находке, она
350, 550, вот такие цены, короче. Вот он еще второй авторынок, большой раньше был. Ну тут он тоже, тут резина, литье, все что угодно в вашей душе. Вот, резина, автосервисы всякие разные. Вот он рынок сам. Раньше вообще весь забитый был, сейчас половину, наверное, даже меньше. Все, на выход. Идем на выход из Находки. Сейчас заправка будет, там Роснефть, заправлюсь, полный бак. Пока стоим на заправке, он увидел такой аппарат прикольный, весь проржавевший. Это рыбаки стопудово. Они все идут на рыбалку, заезжают там, наверное, в море или что, я не знаю. Вот такие вот аппараты встречаются. Вот сейчас на Роснефти заправляемся. Такая вот машинка. Мониторчик, все дела. 2.5. Вот этот колхоз, честно говоря, я не люблю. Ну, кому надо уже, тот сделает себе. Там все нормально, чистенько, не затерто. Но людям просто нравится. Они в цвет вот этих вот панелей. Панели родные стоят. Это вот уже не родные наклеи. Это с Алиэкспресса, как говорится. Ну, вот интересное явление такое. Туман. Это туман. Столб такой стоит прям. Там море слева. Здесь вот туман. Сейчас я буду туда заезжать. Когда тут зелень, вообще красота. Летом здесь был в прошлом году. Все зеленое, красота, все отлично. Вот Волчанец, здесь тоже отдыхающих очень много летом. Сдаются дома, еще что-то, магазинчики, кафешки, тут все есть. Дальше там будет Ливадия, тоже там очень южноморской поселок. Там Доброфлот, база. Все, тут пляж. Как сейчас его не видать, правда. Здесь очень много отдыхающих летом приезжают. Зелень, кафешки, все есть. С продуктами здесь проблем вообще нет. Все продается, все покупается. Надо, сели в машину, поехали в Находку, там что-то по магазинчикам походили, посмотрели. В Находке тоже все есть. Продукты, все, что угодно. По поводу дороги Находка-Владивосток, везде камеры, так что соблюдайте скоростной режим, не нарушайте. Если есть двойная сплошная, она нарисована не просто так, не пересекайте ее. Есть прерывистые линии специально для поворота, там на обочину, к магазину и так далее. Если ее нету, значит там поворота нет. Здесь так принято, и правила как бы написаны для всех. Это самое море, ближе всего к дороге. Вот здесь, в этом месте. Это Рудневка. Дальше Фокино идет. Там залив, туда большие корабли плавают, серьезные. Вот там туманчик до сих пор. Тут раньше было не облагорожено, а сейчас уже все сделали как надо. Культурненько все. Все хорошо. Вот там дома отдыха стоят. Море, вон смотрю, чистое. Ой. Кто помнит, что за Фокино не было асфальта, в том году сделали где-то, по осени, наверное. Все, асфальт здесь уже хороший. Тут местами просто вот мосты где ремонтируют, объезд и все. Так все нормально. До самого Владивостока.
Борисово организовалась пробка какая-то здоровенная. Даже не знаю, что там. Не знаю, долго что ли стоять придется. Авария, может, какая. Вот это да. Вот это да. Да, большая пробочка. Короче, в пробке сейчас переговорил вот человек, говорит, Toyota Yaris Cross. Вдовый. 1,5-литровый, 3-цилиндровый, он сказал. Это не я сказал, это он сказал. Так что все вопросы туда к человеку. Интересный автомобиль. Он говорит, как Витц, только высокий. Интересный, да, автомобиль. Так, что тут оказывается, мост делают. В прошлый раз ехал, не было ничего. Ну вот, мост, реконструкция. Из-за этого, скорее всего, и пробка здоровенная. Так, вот прошли развилку, она слева осталась. На Уссурийск, там и авторынок, все дела. А вот мы пошли мимо города Уссурийска, по трассе дальше идем. Половина отсеялась, получается, половина людей поехали к себе в Уссурийск, а половина едут дальше. Новосибирск, Красноярск, Москва, Питер и тому подобное. Такие виды. О, сейчас мне в стекло камень попал. Думал, все, капец, купил. Нет. Там ехала какая-то помойка. 1050, наверное, цена ей стоит. Ну, не главное, не в этом дело. Проехали мост через речку Лялич. Виды вот такие у нас. Такие виды. Ладно, надо его обогнать, что он медленно как-то едет. Заехал в Черниговку, что-то забыл поснимать. Летом тут красиво. Продаются всякие варенья, соленья, сало, копченое, перченое там и тому подобное. Я брал лук красный, зеленый, там все, что хочешь. Кто хочет, может потом останавливаться здесь, что-то брать. Мед есть. Но насчет меда, как-то один раз мне вот накололи, какой-то мед дали непонятный, карамельный. Поэтому я тут никогда ничего не покупаю, ну, из меда. А так, летом останавливаюсь. Сало даже брал, вкусно. Ну вот о чем я говорил. Лук там, видите, лук висит, там сало копченое, соленое, перченое. Ну, подобное. Так, Спасск-Дальний 26. Там я и заправлюсь. Что-то на Сибирцево я не заправлялся, потому что там очередь была. Машин 5 не стало, короче. Так, догнал автовоз. Альфард идет. И что там я уже не вижу. Хавал или что. Короче, не видно, что там сверху. Тесла. Вот так вот. Там, короче, Брабус идет сзади. Еду. Капот открытый. Пацаны руку машут, остановился, все. Что-то там у них с аккумулятором. То ли там что-то перетерлось, то ли что. Ну, подкурили, все. Вон они едут. Если увидите вдруг видосик, то привет вам большой. Хабаровск 510 километров. Вот это поворот на Арсеньев. Я один раз там проезжал через Арсеньев, или 2 раза было дело. Там. Вот идет колонна перегонщиков. 3 Филдера и 1 Honda Freed. Они, кстати, то я их обгоню, то они меня обгонят. Так и идем, короче, колоннами друг друга видим. Горные ключи, речка Уссури. Уссури. Уже закат, время 7 час. Снег везде лежит, не растаял, ничего. Заправился, почти что полный бак, ну, не совсем полный, 2250 отдал. Я вот не знаю, сколько есть бак.
Сейчас будут там вот эта гора, получается, там эти как они, лилии летом большие такие водяные листья здоровенные. Часто, конечно, все во льду. Тут люди останавливаются, вон. Люди останавливаются, там чай, кофе пьют, отдыхают. Летом здесь красиво. Тут кусок, короче, есть 30 километров, по-моему, вот такой вот дороги. Трясучка конкретная. Кое-как что-то камера зависла у меня, и пришлось сюда батарейку. Вообще остановился, думал, колесо пробил, что ли. А оказывается, нет. Не колесо, так все медленно едут. Вообще трясет невозможно просто. Проезжая Лучегорск. Вот Лучегорская ГРЭС. Здоровая, на угле она работает. Ой. Такая вот. Не успел заснять, как делать нельзя. Опять серия 128. Прижался к заднице и это едет. Так делать нельзя. Но они там привыкли у себя там, не знаю, где там, в центральной России. В Иркутске я видел, там опасное вождение, вообще опасно. Мне аж там страшно ездить. Все, въезжаем в Хабаровский район. Вот такая трасса будет сейчас до Хабаровска. Широкая. И все. Сколько там? Километров 30, наверное. Я уже не помню. И Хабаровск. Я сегодня планирую, наверное, до Коляна доеду. Так, ну все. Введен платный проезд. Это я сейчас на платную, прямо бесплатно через Ильинку. А платная вот направо у нас пошла. Потому что по платной быстрее, без светофоров, без ничего. Нормально. Вот сюда. Сейчас там будут шлагбаумы, я возьму квитанцию и на съезде оплачу там сколько, 160 рублей вроде как. Так, ну вот платная дорога у нас. Оплата. Тетеньку снимать не буду. Ну вот, тетя Монти нас пропустила. Там, по-моему, люди сидят, а я проехал по этому, автоматическое. Так вот выглядит билет. Регистрация въезда на платный участок дороги. Предъявить при выезде с платного участка. Огни Хабаровска.
это был последний поворот из города. Город оттуда, сюда поворачиваем. Там Леруа Мерлен. Или еще нет? А, нет еще. Не доехали. Не доехали еще. А вот она, это Леруашка. Да, поворот, который вот все машины туда едут в город. Через город, если ехать, получается, то мы ехали бы вот оттуда, с левой стороны, и поворачивали. Вот сейчас мы прямо едем, поворачивали бы туда, в сторону Леруа Мерлен, и там уже все, мост. Автовоз везет Mitsubishi Outlander, и внизу я не вижу, что там. Какие-то тачки. Ждут, хозяева ждут свои тачки. О, какой-то дом построили. Тут раньше поле было, вообще ничего не было. Что-то я не видел его. Мой любимый магазин «Сам бери». Приезжаю, покупаю. Ну только не здесь, а в Приморском крае. Здесь еще ни разу не был, в Хабаровске. Вот именно в этом. Ну как в прошлый раз, также я уезжал с Хабаровска примерно в это же время, 11:36, а тогда было чуть пораньше, по-моему, на полчаса. Ну не суть. Там музей, пролет моста, и вот он мост. Да, кстати, мульку такую еще с собой взял. Всегда беру, стараюсь, по крайней мере. Остановился в Николаевке заправиться, там у них технический перерыв. Вот ожидаю. И решил проверить, что там у нас. Ой, ошибки есть, нету. Я снимал их, когда покупал машину. Сейчас покажу. Вот, это VCM, это может быть связано то, что здесь сигналка стоит. А так все зелененько, все хорошо. Ошибок никаких нет. Ну, так вот. Сейчас еще минут 5 подожду и заправлюсь на 2200 где-то. И вперед дальше. Поспал, короче, я плохо. Не знаю почему. Что-то какие-то сны снились непонятные. Что-то. Аппарат он прикольный. Посмотрите-ка. Супер-пупер новая тачка в упаковке. БП. БМВ что ли? Или что? Бэха. Левый руль. Ну, упаковали они ее знатно. От пыли только защитит. И все. Короче, по завтраку и поеду. Вон люди укрывают всяко разно, кто как может. Вон морду пенофолом, чем он там, пенопластом закрыл. Поролоном, то есть. Ой, так вот. Вообще не выспался я. Разбитый, короче, придется ехать потом, может, часок где-то киморну, не знаю. Вон люди везут тачки. Ладно, что-то я за монтажку подъехал, перерыв у них там, как обычно бывает. Хочу проверить давление. Сейчас проверю сам. Хочешь сделать хорошо, сделай это сам. Так, что там, где у меня перчатки? В итоге ничего не получилось, потому что насос печальный. Вон там давление какое-то показывает левое. Но он такой, на экстренные случаи жизни, скажем так, не на подкачку. Буду знать теперь. Я что-то его юзал-то обычно на даче, подкачивал там эти бассейны туда-сюда, а так для машины не пользуюсь. У меня так-то другой насос есть, но я его сегодня не взял.
Короче, у них был не перерыв, просто табличка перевернулась, которая вот открыта, там туда-сюда. Нормально все. Заходите всегда, требуйте, как говорится. Стучите, откроют вам. Интересно, почему я еду на перегон, для чего? Многие могут сказать, что это тяжело, все это, ну, суета. А я скажу так, что перегон для меня лично это как отдушина, так называемый релакс. Кто-то в Дубае едет, кто-то в Таиланд. Там же все равно ходить надо, что-то суетиться, там куда-то, там, не знаю, на пляж, с пляжа и тому подобное. А здесь ты как бы сидишь на одном месте, машина движется, никто не звонит. Там, не знаю, бывает один раз позвонят, лично мне до 3 суток позвонят, и то там с какого-то Ростелеком, там какой-то банк хочет вам что-то впарить. Но у меня разговор короткий, я быстро разговариваю с ним. Я еду, отдыхаю, душевно, духовно, физически. Меньше, как говорится, меньше разговоров, больше дела. Меньше коммуникаций. Не хочется вообще разговаривать. Едешь спокойно, обгоняешь там машины, смотришь, природа какая. Эмоционально, потом возвращаешься в город и такой немножко в шоке. Как это все? Муравейник. Как Цой пел, муравейник живет. Ой, так вот. Постоянно рвусь на эти перегоны. Это как болезнь уже, что ли. Тем более я давно уже езжу. Ладно ездить, еще надо найти что-то, на чем приехать надо. Вот так вот. Дорогу всегда беру жевательную резинку, ем, так, жую, потом челюсти вот такие вот натренированные. Понятно, что это нездоровое, как говорится, питание, но так, наберешь всяких витаминчиков там, этих питьевые, бананов, яблок взял я, уже пока не хочется. Следующая остановка, я не знаю, в Гатчинке я уже не буду останавливаться, что-то там мне разонравилось. Сколько лет там питался, что-то не очень стало. Посмотрим сегодня новое место. Наконец-то заезжаем в Амурскую область. Время 11 часов. Теперь уже время на час раньше. 10. Линкольн. Какой-то интересный Линкольн. Таких много. Едут туда десятраки новые. И, видимо, с собой что-то берут все равно, ну, чтобы проехать, окупить, так сказать, дорогу. Давайте обгоним, посмотрим, что там. Так, Палисад и Hyundai Staria. Комплектация какая-то простая, что ли. Ну, в прошлый раз я вот туда он поехал, в ту сторону. Забыл, как называется. И вот она, эта заправка. Роснефть, я на ней
Соответственно, останавливаться не буду. Ну, видите, в шортиках, пацаны. Все хорошо. Он запаску везет с собой, колесики небольшие. Мед продается, как обычно. Здесь он всегда стоит, мужичок этот. В прошлый раз ехал, он садился. Сейчас он взлетает. Кстати, я второй раз вижу, что самолет летал. Обычно не летает никто. Где-то вдалеке летает, а вот так близко я не видел. Вот так полагаю, он взлетел. Это Ил-76, видимо, какой-то. Судя по его бездействию, избранные остались незамеченными. Они осторожно приземлились и, не снимая маскировки, снова затихли. Так, остановился я на Циолковском. Кафе. Вот кафе. Не знаю, как название. Забыл. Тут что-то не написано. Хотя там было написано, я уже забыл. То ли... А, Меркурий. Во. Ну, кстати, кормят вкусно. Сначала показала салат, мало наложили, потом ну, это достаточно нормально. Единственное, что мне это, ну, субъективное мнение такое, что грязновато немножко. Ну, понятно, весна там туда-сюда капает в крышу. Можно было, я думаю, и прибраться чуть-чуть. Можно, варианты были, я так думаю, что. Так что, ну вот, так вот выглядит. Потому что дорогу сделали высоко, а тротуар сделали низко. И все туда стекает. Ну, это такое, это к еде не относится, а так все хорошо. Много машин тут стоит, КамАЗы, БелАЗы, там всякие Ивеко. Собаки ходят, вон. Шашлычок. Шашлычок! Шутка. Ладно, поехали дальше. Кстати, по машине, ну, немножко покрылась грязью, конечно. Это еще в Приморье. Здесь-то трассы сухие. Был снегопад на днях. Но все растаяло. Что там еще? Ну, так, как обычно. Дальше, я так думаю, что будет холоднее. Снег и тому подобное. Я, кстати, утеплил. Как утеплил? У меня был изолента была. Вот такая. Чтобы немножко радиатор не охлаждался. Так вот все будет. Обычно я тут закрываю пленкой все. Но она и так в пленке. Поэтому еду аккуратно. Стараюсь. Такие дела, короче. О, думал, снимаю, короче. Подъезжаю к Неверу. 18:41. Тут что-то постоянно делают, копают, что-то. Хотят тут супер базу какую-то сделать. Газ-квас, ЛТД. Вон. Заправился. Попил кофе вкусного. Или вкусный. Короче, не суть. Стегнуться. Все. На Якутск погнали. Тут делать больше нечего. Люди заправляются. Собачка тут бегает. Что-то кушает. Вот она. Тут, кстати, есть постоянные собаки, которые постоянно попадаются. Ну, люди здесь отдыхают, в гостинице уют. Я тут не ночую, не ем. Все, пока-пока. Танчик вот, бутылок. Вот видеозапись, когда еще светло. В прошлый раз ехали, это было темно, сейчас светло. Нам направо, люди едут туда, на Иркутск прямо. Закат какой красивый.
Там вывеска. Там осторожно на дороге, там что-то еще. Так вот. Хотелось бы как-нибудь с Владивостока куда-нибудь в Новосиб уехать, кому-нибудь машину перегнать. Так вот. Невер 360 дорога называется. И вот солнечный Соловьевск. Пока видно дома, все. Тут снегопад был недавно. Все замело. Но когда будет таять, я точно не знаю. Вот так вот. Людей не видать. Выходной, все дома сидят. Но сейчас клубов есть, нету, я не знаю. Ой, чувачок с работы идет, походу, устал. Придумай что-нибудь. Водила задумался. Все, Соловьевск проехали. Кстати, там скоро дорогу построят в объезд Соловьевска. Когда, наверное, в следующем году или в этом году можно уже построить. Сейчас покажу, будем проезжать, если светло будет. Так, вот он съезд, короче. Скоро его сделают. Вот дорога. Через сопку там идет. Пока никаких работ не производится. Вот, дорога подтаяла. Лужи. Вот здесь будет красивый выезд. Под этой хренью легко смогу делать суточные марш-броски. Ну чё, пацаны, что-то, блин, между Соловьевском и Тындой все растаяло. Тут еще сыпят дорогу. Вообще капец. Скорость 10 км в час. Ну это сколько тут, кусок это? Километров 40, наверное. Вот так едем, короче. Если на легковой, то я не знаю, тут вообще медленно. Я-то на равчике еду, еще более-менее. Грузовики вон плетутся. Вот такая, ну кажется, что ровно, но на самом деле нет. Не ровно. Тут будет, ну, мост. Мостик, вот он, мостик. Ой. Зачем я это делаю? Поедем нормально. Вот. Фуры идут. Вот и асфальтик. Кусочек, да? Ага. Вот этот бездорожье, оно. Что-то техники вообще не вижу. Ну такая влажная почва. Дорога такая, трясучка, в общем. Но скоро уже Тында. Что там написано? 6 километров еще будет. Начался снег. Первый снег за 2500 километров. Там встречка идет. Так, Беркакит скоро уже 20 километров. Там их заночую на стоянке. Небольшой завтрак. Так, ночевал я на Беркагите. Тут стоянка есть. Сейчас время 6:56. Все, сейчас поехал домой, в сторону Нерюнгри. Надо заправиться в Тюльмане. Что в Нерюнгри заправка была раньше возле дороги, сейчас уже все нету. Ремонтируют ее, там уже год уже прошел. Ой, поспал так, просыпался постоянно. Все, путь. Ну и все, на подъемах начались проблемы больших грузов. Я так полагаю, дальше еще будет больше машин. Все ставят цепи. Ну, дорога очень скользкая. Очень, ну, даже пустой не может подняться. Сейчас надо немножко вправо принять. Так вот. Пулемет Корт. Настоящая тактическая мощь. Дальность 1,5-2 километра. Ленточный питание. Красота! Патрон 12,7 на 100. Лучи пробиваются сквозь облака. У пещерной нечисти просто не будет шансов. Дружище,
товарищ, он... О, газия какая. Чувачка стащила. И вот он так вот встал. Да, что там, рама сломалась у него. Чё? Вот это да. Да, стащила походу. Соболезная. На веревках висят трусы семейники и тельняшка. Стены украшают рисунки. Парашютисты, выпрыгивающие из... И люди там что-то делают, ремонтируется кто-то там, что-то. Все стоят. На снега накидало, намело по жесткой теме вообще. Цепи делают, и снимает. Кафешки завтракать не буду. Неохота. Все, погнали дальше. Сейчас будет тит. Что-то все стоят, что-то ждут чего-то. Снег пока пройдет, или что? Понятно. Потихо поднимается. Да, в прошлый раз снега-то было намного меньше. Сейчас опять накидало все. Берут, наверное. Таять-то он еще не скоро будет. Тут что-то мостовой переход будет или что? Вон уже к Титу подъезжаем. Все-таки прелесть вот этих всех моментов перегонческих, так скажем. Вот это вот отрезок наш Якутия до Якутска. Ну, до Магадана не ездил, не могу сказать. Это природа, вот эти вот дорожные условия такие непростые, нестандартные, а как сказать, утяжеленные. Те, кто тут должен ездить, тот, кто знает, умеет, практикует. Неподготовленному человеку здесь будет тяжеловато, я так думаю. А если кто-то захотел сам перегнать машину, ну это хорошо все. На своих ошибках неохота учиться, конечно. Потому что бывало, что и, так скажем, бывалые товарищи попадали в ДТП на выдовых тачках, ну и тому подобное. Вон трактор тащит фуру, поднимает ее. Хотелось бы проехать, конечно. Так вот у нас все и работает на северах. Есть, конечно, и другие трассы. Мирный, Ленск. Там тоже подобное существует. Так вот. Вот такую трассу расширяют. Работают бульдозера. Накидывают скальничек. Потом они накидают крупника. Вообще будет на пузатерках вообще будет печальненько все ехать. Но это будет летом. Наметает потихоньку. Это еще такой слабенький снежок. Бывало и похуже. Как я и говорил, перед Титом очень много фур. Что-то я там смотрю, кого-то стащило даже. Сейчас посмотрим. Энергия. Хорошие у них тачки. У энергии. Все, погнали. Выйду. Так, блокировочку. Включил блокировочку. Товарищ. Ой, это с этого. Танцор, что ли, идет? Нифига он, куда его затащил-то на севера к нам. Он сдает задним ходом, потом я думаю, что будет немножко разгоняться и пробовать. Да, тяжела жизнь тракториста. А это что, вот стащила его, походу давно стоит уже, что ли? Но ночует здесь.
Занесло его уже там снегом. Он тоже, товарищ, не может забраться. Тут на двускатнике надо. На односкатнике это все зимой не пойдет. О, что здесь делают женщины? Ничего себе, вот это да. Заметает здесь хорошо. Это, по-моему, я видал уже на трассе. Так, ничего у нас тут запаску любил Лазов. Идет хорошо. О, стервятник ждет добычу. Да, стащила походу его со спецтехникой для газкваса. Дышать свежим воздухом. Кстати, на улице не так холодно, -6. Тоже стащила товарища. Да. Сейчас какой-нибудь приедет погрузчик, все равно вытащит. Так, кто-то там впереди едет. Надо аккуратненько сейчас. За ним ничего не видать. Капец. А если едет фура там или какой-нибудь грузовик, вообще ничего не видно. Как говорится. Едешь, ну а что делать? Надо обгонять. При обгоне, в таких ситуациях, при обгоне что нужно? Все внимание уделить впереди идущую, как говорится, цель. Включить ходовые огни, ближний свет, фар дальний желательно. Ну и смотреть, чтобы там впереди никто не ехал по встречке, потому что очень может произойти серьезное, как говорится, событие. ДТП. Внимательно, сколько людей-то гибнет. Внимательно надо быть. Вот впереди едет машина. Фары включены. Некоторые вообще без фары едут. Но сейчас пока вот люди едут с фарами включенными. Все замело. Видимость такая не очень хорошая. Так, вот еще впереди едет встречка. Грузовик. Надо аккуратней. Сейчас такой инцидент был. Фура лежит на боку. И не доезжая эта фура, в общем, еду, обогнал одного. И второй там впереди едет. Ну, резко не... И по тормозам нажимает, а у него оптика заснеженная, ничего не видно. И за ним еще такой столб этого снега. По тормозам меня давай туда-сюда елозить вправо-влево. Эти смотрят такие, ну, кто на фуре, которую на бок упали, думают, сейчас это расколошмачусь. Я этого обхожу, который резко затормозил. Останавливаюсь, говорю, ты что, говорю, попутал, говорю, ну что за дела? Хрю, мутом что-то сказал, я так и не услышал, что он там сказал. Вообще я в шоке. Вот они часто так делают, которые вот первый раз едут, например, в таких условиях. Тупят очень жестоко. Так что, ребята,
На себя надеяться тоже нельзя слишком сильно. Нужно смотреть за собой и вот за этими товарищами дополнительно надзор, так скажем, производить. Вдвойне нужно смотреть, быть очень внимательным. Я вот до сих пор что-то ноги потряхивают меня. И руки уже не трясутся. Вообще капец. Машина чужая, что должен. О, ладно. Новогодняя сказка. Крыши покрытые снегом полуметровым. Вот. Как на картинках. Резко все тормозят. Вроде не едешь так сильно. Но скользко. Короче, видимость 0, я не знаю, там впереди шла трал шел. И вот он, походу, вот он, трал. Не могу его не обогнать, ничего, вообще ничего не видать. Лучше не обгонять, конечно, лучше ехать за ним спокойно. О, обошел наконец-то. Как он меня заколебал, как трал. Благо выдался поворот, и на повороте я его обошел. А на ровном отрезке дороги лучше так не делать, потому что ну реально ничего не видно. Прям снегопад жестокий вообще идет. Товарищу позвонил, он говорит, да мы, говорит, даже не выходили, работать смысла нету. А он сам в Алдане работает. Потому что смысл, что убираешь, и тут же опять снег. Говорит, 4 дня, говорит, уже метет. Так что вот так вот. Короче, встретил тут на Амге тачку, прикольную тачку. А там что, двигатель там у вас какой? А? Патриотовский. А, нормально. У меня товарища стоит такая в гараже уже лет 15. Что-то он бережет ее. Зеленая. Родная? Да? А? Все родное? Да, там все родное у него. Что он? Говорит, пусть стоит, лет через 20 продам за $1 000 000. Ну, $1 000 000 то не продаст. Ну, дохуя продаст. Такой аппарат. А, и там и салон от этого, от Волги, да? Не. Вон иномарка. А, Торпеда. нормально. Ой. Ладно. Верхняя Амга. Снег идет. Что-то народа никого нету. Куда все подевались? Что там? Камера, не камера. Они этот мост будут 300 лет делать. Я так полагаю, что они второй мост будут делать, ну и новый. Что-то они, так как наши делают все это, работы будут производиться год-два. А в Качекацах всегда солнце. Все хорошо. Снег лежит. 100 километров до Якутска осталось. Машины все за мной идут. Перегоны, там несколько штук. Фуры. Ну все, вот и закончилось мое очередное путешествие из Находки в Якутск. Немножко оно было другим, чем прошлое. Надеюсь, я видосик нарежу, но некогда все было. Пиздяк.
Нынче народу поменьше, я смотрю.